территории Коми Советской Социалистической Республики предки современных финно-угорских народов, в том числе коми, появились еще в неолите. Этническая территория Коми окончательно оформилась к концу XIX века. Площадь республики 416 тысяч квадратных километров, самая большая среди национально-государственных образований финно-угорских народов, и относится к слабонаселенным – 3 человека на 1 квадратный километр. В республике проживают представители свыше 26 национальностей. Первые упоминания о погосте в устье реки Сысолы встречаются в старинных документах уже в 1586 году. В январе 1780 года погост был преобразован в город Усть-Сысольск, который с 1802 года становится уездным центром. 22 августа 1921 года Президиум ВЦИК принял декрет об автономной области Коми с административным центром в городе Усть-Сысольске. В день празднования 150-летия города в марте 1930 года Усть-Сысольск был переименован в Сыктывкар и с 1936 года является столицей Коми. Сыктывкар по-русски означает «город на Сысоле», а расположен город на слиянии двух судоходных рек – Вычегды и Сысолы, еще в прошлом явившихся важным торговым водным путем, связывающим Коми край с районами Сибири и Прикамья. Итак, небольшая экскурсия в прошлое нашей столицы. Это место сыктывкарцы узнают наверняка. Мы находимся в парке имени Кирова. Это исторический центр города. Когда-то Усть-Сысольск начинался именно вот отсюда. Здесь еще в 1586 году стояла первая городская церковь, а потом в 1734 году, на ее месте была построена первая в городе каменная церковь, еще до городской период, тогда он не был городом, Троицкий собор, точнее сперва была построена Покровская церковь, она была вот здесь. Рядом тогда же в 18 веке вот здесь была построена Троицкая церковь, старейшие каменные здания в городе. К сожалению, они, как видите, не сохранились. Они были разрушены в 30-е годы. Это, можно сказать, центр религиозной жизни города. Сюда усть-сысольцы приходили крестить своих детей. Здесь они венчались. В Троицком соборе хранились городские и метрические книги, куда заносились сведения о рождениях, смертях, бракосочетаниях всех усть-сысольцев. Колокола Троицкого собора возвестили о начале городского Усть-Сысольска в сентябре 1780 года. Но, к сожалению, приходится показывать только пустое место, поскольку, увы, в 30-е годы мы поработали неплохо, и собора Троицкого больше нет. Он был разрушен. Так было разрушено вот тот памятник, то здание, с которым связано основание нашего города. Ну вот перед вами первое каменное здание города купцов Сухановых. Ну, вы знаете, оно построено в 19 веке, в самом начале. Первое упоминание о нем, как о построенном, мне удалось найти в 1815 году. Вообще, сегодня этот скромный каменный особняк с элементами классицизма, построенный по типовому проекту, наверное, не производит такого уж ошеломляющего впечатления. Вы понимаете, в то время каменный дом это была небывалая роскошь. Ну, по нынешним временам это может сравниться с тем, что кто-нибудь себе построит личный мраморный особняк, комнат так на 50 примерно. Потому что, чтобы построить каменный дом, нужно было завести кирпичный завод. Кирпича не было, ну, мало было, только на печке. Вот, специально под дом. Вот хозяин нанимал, скажем, каменщиков на стороне, или в Сольвычегодске, или в Устюге, целую бригаду. Да еще архангельские плотники
Столяры ему делали рамы, двери. Здесь никто этого сделать не мог. Вот такие специальные, особые, понимаете. Это был символ богатства, роскоши. Не случайно одну из улиц нашего города, нынешнюю Бабушкина, назвали улицей Сухановской в честь богатейшей купеческой семьи того времени. Но потом она обеднела, семья, дом этот был продан, и в 1850 году здесь разместилось городское училище, основное городское учебное заведение, где учились дети не только горожан, но и из деревень. В общем, это был рассадник просвещения, скажем так, в нашем городе. Основная, наиболее демократическая школа. Вот так. Такова вот его история этого дома. Сейчас здесь краеведческий музей. Ну а вот перед вами учреждение, которое было просто необходимо в деревянном городе. Это построенная в 901 году пожарная каланча. До этого она была деревянной, а это каменное, солидное сооружение, ее весь город строил. Надо сказать, что пожарников в Усть-Усольске одно время, по крайней мере, было даже больше, чем полицейских. Маленький город вполне обходился 8 полицейскими, а пожарников было аж на 12. И должен сказать, что работали они очень даже неплохо. Содержал их город, кстати говоря. Поскольку, представьте, деревянный Усть-Усольск, испокон веков деревянный, никогда, в массовом масштабе не выгорал. Таких пожаров огромных здесь не было. Это заслуга в том числе и пожарной команды тоже. Правда, и у них бывали свои, творческие неудачи. Как-то раз загорелось казначейство. Пожарные прибыли примерно через полчаса на пожар, но с честью вышла ситуация и потушили его. Все дело в том, что казначейство помещалось на 2-м этаже этого же здания, а пожарные, соответственно, размещались на 1-м. И за полчаса они успешно прибыли на 2-й, и тем не менее справились, со своими профессиональными обязанностями. Просто им с каланчи не было видно, да? Да, вероятно. Они, как мы, больше вдаль глядели, чем себе под ноги. А с каланчи можно было увидеть весь деревянный Усть-Усольск во всем своей красоте, на всем своем протяжении. И было специально 4 человека, если мне память не изменяет, у них была должность смотрящие. Они наверху ходили и осматривали весь город. Если был пожар, они передавали вниз, и пожарный обоз выезжал, на объект, скажем так. А теперь мы подошли к единственному зданию, сохранившемуся усть-усольских учебных заведений. Не считая дома Сухановых, приспособленного здания. Это здание женской гимназии, построенное по проекту архитектора Андросова в 1913 году. Гимназия была образована раньше, она помещалась в деревянном доме. Это было единственное женское учебное заведение в Коми-крае, где можно было получить среднее образование. Была еще мужская гимназия, но она, к сожалению, здание не сохранилось. Причем интересная деталь, женская гимназия была построена и открыта раньше, чем мужская. То есть можно сказать, что в Усть-Усольске больше заботились о женском образовании, чем об образовании мужчин. К сожалению, она просуществовала недолго. В 18 году она была закрыта. Но традиция сохранилась. Здесь и сейчас до настоящего времени расположена школа. А здание красивое, с моей точки зрения, одно из самых симпатичных в нашем городе. Сыктывкарцы вряд ли узнают это здание изнутри сегодня. А вообще оно хорошо известно в городе. Это духовное училище на улице Кирова, построенное в 1890 году по проекту архитектора Федорова. Это самое большое, скажем так, гражданское здание в нашем городе было. Оно единственное трехэтажное, по крайней мере, с одной стороны. Это было, выражаясь нашим языком, неполное среднее духовное учреждение.
Мальчики из семей духовного сословия получали здесь начальную подготовку для поступления в семинарию. И потом шли по стопам своих отцов, дедов и прадедов, потому что профессия священника, она была наследственной, как правило, это хорошо видно по документам. Вот здесь они получали начальное образование. Те, кто кончал только духовное училище, становились диаконами. Те, кто учился дальше, в семинарии, в Вологду поступал, и оканчивал ее, они были священниками, работали на приходах Коми края, вообще Вологодской губернии. Здание это довольно позднее, а вообще духовное училище в Усть-Сысольск было переведено в 1872 году из Яринска. Это, пожалуй, вот в конце 19 века единственное духовное учебное заведение в Усть-Сысольске. Ну а сегодня в каком оно виде находится, вы можете судить сами. Тут особые комментарии, по-моему, уже не требуются. Мы находимся на Юбилейной площади, но правда то, что она называется юбилейная, об этом вывески мы нигде не нашли. Можете оставить старое название за ней Стефановская площадь, так как она называлась со дня основания города. А позже вот на этом месте стал Стефановский собор. Строить его начали в 1856 году по родению купцов города и трудами горожан. А закончили в 81-м, в Черне, так сказать, в общем. И вот это вот грандиозное сооружение, а высотой она была выше Совмина, Совета Министров, было самым большим каменным зданием вообще во всем Коми крае, надо сказать. И производило, конечно, в маленьком деревянном городе, ну, чрезвычайно внушительное впечатление. И вообще оно особо почитался горожанами, поскольку был построен в память Стефана Пермского, святителя зырян. И, скажем, сюда были присланы специальные иконы из Исаакиевского собора в Петербурге, вот именно для этой церкви. Правда, когда ее закрыли, а закрыли ее в 29 году, а в 32-м она была уничтожена, тоже просто так, на кирпич. Кирпич, продали ее Коми-лесу на кирпич. Сейчас из нее построено здание электростанции в лесозаводе. Кстати говоря, можете полюбоваться на него. То иконы пропали, и так их найти не смогли. В общем, все убранство церкви было потеряно, к сожалению. Сейчас на этом месте вот сквер, памятник Ленину. Такая вот преемственность, я бы сказал. Самая неизвестная страница истории нашего города – это, пожалуй, период репрессий. Да, действительно, к сожалению, мало документов, многие из них до сих пор закрыты, мало свидетельских показаний, поэтому в том, что я буду рассказывать, будет много предположений, может быть, встретятся неточности. Я надеюсь, что зрители помогут нам в раскрытии этих страниц нашего города. Вот. А сейчас мы находимся перед зданием МВД Коми АССР. И, в общем-то, сыктывкарцы хорошо знают. Оно построено в 1938 году. И именно сюда переехала НКВД Коми АССР в те годы. Это был, можно сказать, центр вот сталинской репрессивной политики не только в Сыктывкаре, но и в республике. Причем здание это построено, фундамент его было положены стены одного из старейших усть-сысольских домов. Он здесь вот стоял на углу дома Суханова. Говорят, что туда же пошли и могильные памятники, и ограда разрушенного Кирульского кладбища. Вот. Здесь, в подвалах МВД, были следственные камеры. В то время трагическая судьба людей, многих переплелась с этим зданием. Не знаю, насколько это истина, но старожилы рассказывали мне, по крайней мере, двое, что здесь, вот дальше, в пристройке во дворе, были и расстрелы, расстреливали заключенных. Многие прошли через это здание, и у многих, наверное, здесь оборвалась жизнь. Мы находимся возле здания Центрального государственного архива Коми АССР. Ну, а раньше на этом месте был лагерь. Да, это один из первых лагерей в нашей республике.
Мы уже рассказывали о строительстве дороги Пинюк-Сыктывкар. Так вот, под это строительство и был здесь построен лагерь в конце 20-х годов. Он существовал недолго, до 1934 года, когда был передан городу, и здесь был размещен горкомхоз. Вот здесь на месте архива был вход в лагерь. Вот дальше на месте мебельной фабрики «Север» были огромные склады. Заключенные здесь занимались сельхозработами. В общем, обеспечили город а сперва лагерь Ухт-Печлак продуктами. Здесь по дороге на Вильгот у них были огороды. Жили в землянках, смертность была очень большая, а здесь вот прямо посреди старого города был огромный забор с проволокой, огораживая заключенных от внешнего мира. В 1934 году лагерь был ликвидирован. Больше лагерей на территории самого Сыктывкара не было. Старожилы Сыктывкара наверняка помнят, что на этом месте стояло здание тюрьмы. Да, вот в этом районе, где мы сейчас стоим, находилась городская тюрьма, существующая испокон веков. И именно в этой городской тюрьме в 30-е годы она была пересыльной и следственной, совмещала, так сказать, две функции. Через нее прошли многие несчастные, следовавшие в лагеря Воркуты, Инты, потому что пока не была построена железная дорога, их привозили по Вычегде на барже десятками, тысячами людей, они поднимались вот там по дороге, и в этой тюрьме ждали своей участи. Здесь же были и сидели, скажем, коми-писатели из Юров, некоторые другие в ожидании своей участи. В этой тюрьме люди умирали, отсюда их уводили на расстрелы. В общем, в 30-е годы это было одно из самых мрачных мест, связанных с репрессиями в нашем городе. Мы находимся сейчас у Вильгарта. Что нас привело сюда, Михаил Борисович? Вот в этом месте, вот насыпь сохранился кусок, шло строительство дороги Пинюк-Сыктывкар, которая должна была связать столицу нашей республики с железнодорожными магистралями. Началось оно в 1928 году. Это вообще было большое событие для области. Но делалось все довольно оригинально. Поскольку местных рабочих не хватало, нашли простой и эффективный, чисто в советском духе того времени, выход. Вытребовали заключенных. И вот заключенные организовали лагерь. И вот заключенные строили эту дорогу. Через каждые 80 километров был расположен лагпункт, который вручную лопатами и тачками возводил эту насыпь. А потом выяснилось, что средств не хватает на строительство дороги. Она была законсервирована в 1931 году и так и брошена. Потом пытались дальше ее строить еще несколько раз. В конце концов признали строительство вредительским. Зэков перевели в другое место. Рельсы сняли, шпалы сняли, а дорогу забросили. И только в нескольких местах вот сохранилась насыпь этой дороги. Напоминание об этой грандиозной стройке века, для нас не подкрепленного какими-то экономическими обоснованиями, построенной трудом, рабским трудом заключенных. Мы находимся в старом торговом центре нашего города. Вот здесь располагалась недалеко торговая площадь, а вот в этом районе было большинство основных усть-сысольских магазинов. А перед вами торговый дом купцов Дербеневых. Это устюжский очень крупный торговый дом по тем временам для Усть-Сысольска. Устюжские купцы и купцы других городов давно, в общем, в конце 19 века имели здесь постоянные торговые заведения, а это крупнейший магазин. Но по нашим временам мы бы его назвали универмагом. Здесь в 3 залах, это специальный магазин, редкость большая, в 3 залах продавали самые разные вещи, иконы, мебель, ковры, одежду, обувь. И вот что характерно, обслуживала магазин аж на, если мне память не изменяет, 6 приказчиков. Они управлялись со всем. И был еще один управляющий. Вот такой штат основного усть-сысольского универмага, где можно было купить большинство товаров, скажем так, современного повышенного спроса. И усть-сысольцы охотно пользовались этим магазином. Ну и сейчас традиция сохранилась, до сих пор сейчас продают мебель. Да, если это можно назвать продажей.
В этом здании сейчас располагается Дом работников культуры и искусства. А что в нем было раньше? Построена она была в начале 20 века для ремесленной школы. Земство, образованное здесь в 70-е годы 19 века, сделало несколько очень хороших дел. В том числе занялось профессионально-техническим обучением, скажем, у сысольских, и не только у сысольских, но и уездных мальчиков. В 1890 году он открыла первую мастерскую, такую обучающую, а в 1910 году ремесленную школу, где мальчиков из города и уезда учили не только общеобразовательным предметам, чтению, письму, черчению, рисованию, но и ремеслу. Здесь было два отделения: слесарно-кузнечное и слесарное отделение. Мальчики получали очень по тем временам дефицитную и нужную профессию. Они были мастерами и очень ценились. И кроме того, жили они, правда, бедно, пока здесь работали, но что-то еще и подзарабатывали, потому что мастерская, совмещала теорию с практикой, и наряду с обучением они выполняли и заказы горожан, готовили там замки, утварь металлическую. В общем, занимались профессионально своим делом. И она сыграла, эта школа, я считаю, большую роль в подготовке мастеров, хороших мастеров, умельцев, ремесленников для нашей округи. Наш оператор попытался найти тот ракурс, с которого сделан вот этот снимок. Этому снимку приблизительно 80 лет. Это окраина Усть-Сысольска начала 20 века. Вот это вот улица, нынешняя коммунистическая, бывшая Трехсветительская, которая упирается уже в городские поля. А вот это Первомайская нынешняя улица. Это граница старого Усть-Сысольска, спланированного архитекторами Екатерины II. Это место сыктывкарцы сегодня хорошо знают. Здесь находится современный детский мир, а вот здесь недалеко центральный универмаг. А вот здесь на горе, где, как вы видите, раньше у горожан были поля, дом быта. То есть это самая окраина, глухая окраина дореволюционного Усть-Сысольска. Вот, пожалуй, один дом выделяется здесь. Это так называемый доходный дом. Мы его назвали сегодня коммуналкой. Один из немногих, где сдавали в наем квартиры малоимущим горожанам. А так уже чисто сельские дома, переходящие в поля. Мы находимся у здания Республиканского художественного музея. Это одно из немногих сохранившихся жилых каменных зданий дореволюционного Усть-Сысольска. Дом купца Кузьбожева. Он построен в 1912 году. На первом этаже был магазин, а на втором жил сам хозяин с семьей. Дом очень интересный, необычный, с элементами стиля модерн. Единственный, пожалуй, такой в городе. Всего Усть-Сысольск был деревянным городом. В начале 20 века всего здесь было 13 гражданских каменных зданий, 2% всех строений. Вот одно из них очень неплохой дом, симпатичный, ныне фармацея, объединение фармацея, 1892 года постройки, дом купца Охлопкова на Советской улице, тоже очень интересный, с элементами русского, так сказать, стиля. И рядом детская поликлиника, тоже один из дореволюционных домов. Вообще их сохранилось около десятка на настоящее время. Ну, а в этом доме, наверное, родилось большинство сыктывкарцев. Ну да, для меня этот дом тоже дорог, поскольку здесь родился мой младший сын. А вообще этот дом служит народному здравоохранению уже почти 80 лет. Он построен в 1916 году. Это была больница городская. Построен он по проекту земского строителя Сорокина. Больница Сыктывкарская, Усть-Сысольская, простите, берет свое начало в 1815 году. Довольно солидный возраст. Но она почти 100 лет мыкалась по частным домам, либо по
неплохим домам, больница была слабенькая. Ну, достаточно сказать, что в ней было 10 коек аж в середине 19 века, а здравоохранением в Усть-Сысольске руководил один врач и, надо сказать, управлялся. Хотя Усть-Сысольск по уровню здравоохранения, так сказать, обеспеченности занимал одно из последних мест в губернии. И только в 916 году усилиями земства было построено вот это вот специальное больничное здание, которое сохранилось и до настоящего времени. Второй этаж надстроен уже в 50-е годы. Он был одноэтажным сперва. Мы находимся сейчас в местечке, которое стывкарцы называют Кируль. Правильнее Кыров, если по коме брать. Мы сейчас с вами на старом городском кладбище, вот прямо на его территории. Здесь с конца 18 века, с городских времен, усть-сысольцы хоронили своих предков. Сюда приходили поклоняться им в родительские субботы. Сегодня кладбища нет. Оно было снесено в 30-е годы, снесено варварски. Здесь не было никакой классовой подкладки. Нужно было расчистить площадь под строительство. И усть-сысольцам было приказано в недельно, если мне память не изменяет срок, просто убрать отсюда могилы, выкопать свои отеческие гробы и перенести их на новое место. Сколько мне известно, этого никто делать не стал, и могилы просто заровняли. Памятники гранитные, как рассказывал мне один из старожилов, не знаю, насколько это точно, пошли в фундамент здания МВД, которое тогда как раз строилось. Сегодня здесь, видите, пустое место, клумба. И о кладбище напоминает лишь вот это вот надгробие символическое, 6 могил и надпись: в памяти многих поколений останется наше время. Знаете, зная эту историю, мне кажется, эта надпись обретает новый, несколько зловещий, я бы сказал, смысл, не тот, который в нее хотел вложить автор. Потому что действительно в памяти многих поколений наше время останется как время варварства, варварства дикого, ничем не мотивированного. Насколько я знаю, это единственная в нашем городе каменная церковь. Да, действительно, это единственная постройка церковная, сохранившаяся от старого Усть-Сысольска. Вознесенская кладбищенская церковь. Когда был построен город Усть-Сысольск, распланирован точнее, кладбище было вынесено за его пределы, за пределы городских кварталов. А при кладбище было положено иметь церковь. Сперва она была деревянная, ровесница Усть-Сысольска, потом ее заменили каменной. Вот это вот построено, освящена в 1822 году. Очень небольшая, таких ясных, строгих пропорций, красивая. Ну, сегодня трудно о ней судить, она искажена. Здесь еще была колокольня над церковью, но сейчас ее нельзя пока поставить. Церковь была действующей до конца 30-х годов нашего столетия, а потом закрыта, уродована, испохаблена. Здесь были ремесленные, здесь были мастерские производственные, гараж, по-моему, здесь был одно время. Вот сейчас краеведческий музей, этнографическая экспозиция. Церковь будет передана верующим. Так, по крайней мере, решил Совет Министров, сколько мне известно. Это единственный памятник каменной архитектуры церковной 19 века в нашем городе. Сегодня мы хотим поговорить о героине коми народа Домне Каликовой. Ее именем названа одна из улиц в Сыктывкаре. Ей поставлен памятник. Она упоминается во всех трудах историков как как из примеров героизма в годы гражданской войны. Домна Каликова была похоронена здесь, на Кирульском кладбище. Ее тело перевезли сюда, в Усть-Сысольск, при огромном скоплении народа, торжественно, с воинскими почестями. Над ее могилой читал стихи Виктор Савин. Прошло 19 лет. В конце 30-х годов Домна Каликова продолжала называться героиней коми народа, и в то же время могила ее была снесена, сровнена с землей. Один из старожилов мне рассказывал, не знаю, насколько это точно, что вот она похоронена где-то вот под углом этого здания. Вот так совершалось надругательство над памятью. С одной стороны, имя Домны Каликовой было символом, провозглашаемым на каждом углу, а с другой стороны, на память о конкретном человеке
молодой женщине, похороненной здесь, было, в общем-то, местным властям наплевать. Никто не собирался сохранять ее могилу. Вот такая вот двойственная, что ли, память, а точнее, скорее, беспамятство.